Главный вопрос повестки дня очередного заседания правительства – рассмотрение проекта закона о республиканском бюджете на 2026 год. Объем доходов госбюджета составит 19 миллиардов рублей, а расходов – 19,4 миллиарда. Доходы республиканского бюджета – 14,3 миллиарда рублей, в том числе российская финпомощь – 4 миллиарда 25 миллионов рублей в целях социально-экономического развития, 1 миллиард в рамках инвестпрограммы на 2026-2028 годы, 250 миллионов на финансирование мероприятий господдержки отраслей экономики на 2026-2028 годы. Расходы республиканского бюджета 14 миллиардов 700 миллионов рублей, дефицит 426 миллионов. По словам министра финансов Саида Губас, в 2026 году предусмотрено 14 ведомственных целевых программ в сферах здравоохранения, науки, сельского хозяйства, финансов и других. На их реализацию планируется выделить 1,4 миллиарда рублей. Помимо этого, около 500 миллионов рублей будет направлено на мероприятия в сферах образования, спорта и социальной поддержки, молодежной политики. Параметры бюджета соответствуют задачам, которые поставил президент Бадра Гунба, отметил премьер-министр Владимир Делба, характеризуя главный финансовый документ страны. Проект закона о республиканском бюджете на самом деле отражает основные задачи и функции государства в его финансовом обеспечении. И параметры, которые сегодня представлены в докладе министра финансов, конечно, нам задают особую ответственность и особый тон в его исполнении, как по доходам, разумеется, так и по расходам. В 19 миллиардов рублей доходы, это, как всегда, по практике исполнения бюджета, это только предусматриваемые прогнозные значения. Исполнение, как правило, всегда мы ожидаем с нарастанием, ну посмотрим, как это получится в следующем году. Вот. И, соответственно, расходы на уровне 19,4 миллиарда рублей. Дефицит, Саид Гуранович, я так понимаю, дефицит у нас не повлияет на финансовую стабильность в таком объеме, да, в 426 миллионов рублей, да? В рамках бюджета поддержку окажут ключевым отраслям экономики, сельскому хозяйству, малому и среднему бизнесу, местным бюджетам. Члены правительства также рассмотрели проекты бюджетов 6 внебюджетных фондов. Бюджет фонда инвалидов ОВН на 2026 год претерпел изменения как по доходам, так и по расходам. Доходы и расходы бюджета запланированы в сумме 301 миллион 232 тысячи рублей. На реализацию госпрограммы «Жилище-2026-2028» предусмотрено 240 миллионов рублей из республиканского бюджета. Согласно программе, каждый участник может получить финансовую помощь в размере до 1,2 миллионов рублей. Кроме того, на каждого члена семьи участника предусмотрена дополнительная выплата до 100 тысяч рублей. При этом общий максимальный размер всей помощи одному участнику вместе с выплатами на членов семьи не может превышать 1,7 миллионов. За 9 месяцев 2025 года жильем в рамках реализации программы «Жилище» было обеспечено 27 семей. Программа устанавливается приоритетной категории граждан, имеющие право на участие в программе. Это инвалиды первой группы Отечественной войны народа Абхазии, семьи лиц погибших или пропавших без вести во время войны, а также лиц погибших и пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей, при выполнении долга гражданина Республики Абхазия по спасению человеческой жизни. Также многодетные семьи, имеющие 3 или более детей, лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства, дети-сироты. Осознаем, откровенно говоря, что не 1 200 000 действующие, не 1 700 000, которые предусмотренный с 2026 года, порог максимальный, да, 1 700 000 у нас, он, конечно, не всегда помогает полностью, значит, изменить жизненную ситуацию у людей, но если работать в условиях субсидирования, софинансирования, как мы иногда говорим, или в складчину, да, то тогда результаты наверняка будут лучше, чем нынешние. Поэтому предлагаю поддержать программу, начнем ее со следующего года реализовывать. И очень попросил бы, и здесь тоже эффективность мы должны, конечно, оценивать, да, ну и в процессе реализации этой программы абсолютно это не означает, что она должна вот в таких параметрах закончиться в 2028 году. Если мы будем располагать возможностью, да, то обязательно можно вносить параметры, да,
изменения как в текущем году, так и в следующем году. Может, какие-то иные механизмы, о которых мы говорим за счет других фондов, но это тоже хорошее подспорье для наших граждан, которые участвуют в этой программе. Общий объем финансирования программы развития демографии на следующий год составит 158 миллионов рублей из бюджета Фонда репатриации. Программа предусматривает единовременные выплаты семьям за рождение детей в период с 1 января по 31 декабря 2026 года. 100 тысяч рублей за первого и второго ребенка, 200 тысяч рублей за третьего и четвертого ребенка, 300 тысяч рублей за пятого и последующего ребенка. 50 миллионов из бюджета Фонда репатриации планируется направить на программу ЭКО, что на 20 миллионов больше, чем в 2025 году. 150 миллионов рублей будет выделено на программу по рождению ребенка абхазской национальности. В 2025 году сумма составила 120 миллионов. Проект программы развития демографии на 2026 год направлен на сохранение демографической безопасности в Республике Абхазия и создание условий, необходимых для улучшения демографической ситуации в целом, путем стимулирования рождаемости детей абхазской национальности. Основной задачей данной программы является осуществление дифференцированной единовременной денежной выплаты семьям, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия. Ключевое отличие программы на 2026 год заключается в значительном усилении поддержки многодетных семей за счет сдвига порога выплаты в 200 тысяч рублей на третьего ребенка и введения нового максимального размера поддержки в размере 300 тысяч рублей. Выплаты по настоящей программе будут распространяться исключительно на детей, рожденных в 2026 году. С нового года предлагается повысить единовременные выплаты по рождению ребенка. Для работающих родителей с 27 тысяч до 50 тысяч рублей. Для неработающих родителей с 22 до 40 тысяч рублей. Также утвержден максимальный размер ежемесячных пособий. По временной нетрудоспособности 22 670 рублей. По беременности и родам 30 300 рублей. Фондом был проделан огромный объем работы при... В первую очередь, вашей поддержке, Владимир Валерьевич, были увеличены все виды пособия по государственному социальному страхованию в 2 и более раза. Бюджет фонда на 2026 год разработан с учетом ранее произведенного увеличения всех видов пособий. Такие пособия, как по уходу за ребенком, достижение возраста 7 лет, достижение от 1,5 лет, мы повысили до 7 тысяч рублей. Раньше эта сумма составляла 1000 рублей, потом мы ее повысили до 3, а сейчас она составляет 7 тысяч рублей. Что учесть нужно каждому. Раньше эта сумма выплачивалась, даже при рождении двойни или тройни выплачивалась одной суммой. Сейчас мы сделали на каждого ребенка по отдельности. На 2026 год по всем нашим социальным обязательствам, буквально по всем социальным обязательствам произошла индексация. Еще раз хочу отметить, что социальные обязательства финансируются за счет вот этих бюджетов, о которых мы сейчас с вами рассмотрели. В одном случае произошла индексация путем прямого индексирования, в другом случае произошла индексация изменением подходов, критериев. Это та социальная политика, которая реализуется на протяжении последних лет, и в 2026 год, естественно, не исключение, и здесь темпы роста опережающие, текущий, как говорится, текущий год. Очень рассчитываем на то, что, как и прежде, приоритетным будут являться именно эти расходы. Социальные, социально значимые расходы нам позволит улучшить качество жизни наших граждан. Это ключевая задача нашей с вами работы. 2026 год тоже станет базовым, отправной точкой для того, чтобы мы ориентировались на обозримую перспективу. Темпы роста. В 2026 году бюджет фонда обязательного медицинского страхования составит около 114 миллионов рублей. Основная статья расходов, по словам председателя фонда Валентины Жиба, приходится на программы родовспоможения и приобретение препаратов для онкобольных. На онкопрепараты предусмотрено более 96 миллионов рублей. Кабмин Абхазии одобрил проект соглашения о сотрудничестве с Кабардино-Балкарией. Документ предусматривает торгово-экономическое, научно-техническое и культурное взаимодействие между сторонами. Также члены правительства одобрили соглашение между ГТК Абхазии и Таможенным комитетом Южной Осетии о сотрудничестве в области таможенного дела. Аэлита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение.